В сердце Кавказа на гостеприимной Ингушетии разворачивается уникальный проект «Кавказ подо мною» – съемки документального фильма о жизни, культуре и природе по-настоящему удивительного региона. Режиссер из Ставрополя Мария Дудко, опытный рассказчик историй, объединила свои усилия с харизматичным блогером из Латинской Америки, чьи видеоролики собирают миллионы просмотров. Их цель – показать наш субъект таким, какой он есть, во всей его красе и самобытности, разрушая стереотипы и открывая миру скрытые сокровища этой горной республики. На самом деле я ничего такого подобного не видела, поэтому я надеюсь, что мы сделаем интересный продукт, как и для жителей региона. Да, мы надеемся на поддержку, что вы потом все это посмотрите и скажете, понравилось вам то, что мы сделали или нет. Но и также, конечно, мы хотим это транслировать на вообще, на Российскую Федерацию, и на западную, зарубежную аудиторию. Съемки документального кино будут проходить при поддержке властей Ингушетии, Министерства по внешним связям, национальной политики и печати, Комитета по делам молодежи и Комитета по туризму. Они отметили, что такой проект поможет рассказать как можно большему количеству регионов и стран, что такое горная Ингушетия. Я больше чем уверен, что вы будете впечатлены нашим горным краем. Как говорится, лучше гор могут быть только горы. Я уверен, что в дальнейшем мы найдем точки соприкосновения для других проектов. И могу выразить только поддержку, что вы можете на нашу помощь на территории республики рассчитывать. Спасибо. На реализацию проекта отведено 3 дня. Невероятно сжатые сроки, которые диктуют необходимость четкого планирования и слаженной работы всей съемочной группы. Планируется запечатлеть не только горные пейзажи, но и жизнь простых людей, их быт, традиции и обычаи, которые веками бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Для более глубокого погружения в ингушскую культуру в съемки кино вовлекут местного студента, знающего историю и традиции своего народа. Он должен быть проводником в культуру и традиции, и обычаи региона, потому что я не расскажу так, это расскажут только местные. Я могу про Ставропольский край рассказать, я уроженка Ставропольского края, но я уже не студентка. Такой проект я на самом деле, правда, я не видела такого, чтобы привозили иностранцев, ну ладно, просто привозили, да, конечно, они путешествуют, везде ездят, но чтобы был такой вот тесный коннект еще с местным, и они вместе, по сути, создают этот медиапродукт, я такого не видела. Собственно, поэтому, когда я начала думать, что бы мы могли такого сделать и показать Северный Кавказ с необычного ракурса, я подумала, что это может быть неплохая связка. Первый день был посвящен знакомству с природой Ингушетии. Съемочная группа планирует посетить живописные горные ущелья, водопады и древние башни, которые хранят в себе память о многовековой истории народа. Блогер Кристал Грация, привыкшая к латиноамериканским пейзажам, делится, что поражена масштабами и красотой ингушской природы. Я думаю, что это очень похоже на Латинскую Америку. Как это может быть для россиян, может быть и непонятно, но природа здесь более общительная, больше открытая, вот гостеприимство. Нам накормили много, уливали. Я чувствую вот такая тепла, которую я чувствую, например, у себя дома. Один из съемочных дней будет посвящен жизни и быту ингушей. Планируется посетить местные селения, где группа специалистов сможет понаблюдать за традиционными ремеслами, попробовать местные блюда и пообщаться с жителями. Съемочная группа уверена, что это будет не просто фильм, а рассказ о людях, их традициях и их земле, которая раскроет свои объятия всем, кто готов увидеть ее настоящую красоту. Мадина Цора, Султан Магушков, Султан Гулгучев, Магаз 24.